Композитор Иван Челак является автором известных композиций джазового стиля. Его творческий путь начинался в муниципе Чедерлунга. Он обучался на родине в музыкальной школе по классу аккордеон. Проработал в родном городе 3 года. Затем по программе обмена студентами между Молдовой и Турцией начал обучение за рубежом. Композиторскому мастерству обучился у преподавателя Муаммара Суна, будучи студентом Государственного университета Турции. Окончил аспирантуру и докторантуру, стал доктором музыкальных наук. Иван Челак участвовал в различных конкурсах. Его композиторское мастерство отмечено многочисленными наградами. Считает, что одна из его самых значимых композиций – это «Гагаузская сюита». Она была создана для Большого симфонического оркестра. Все, что он делает вдали от родины, он делает для развития гагаузского народа, отмечает Иван Челак. Я очень рад за нашу Гагаузию, за наш гагаузский народ, что симфоническое произведение вошло, как говорится, в библиотеку нашей гагаузской культуры. Дай Бог, это, конечно, все эти работы будут иметь хотя бы какой-то след в нашей гагаузской именно многоголосной классической музыкальной культуре. Иван на протяжении 29 лет принимает участие в различных конкурсах. Его творчество отмечено многочисленными наградами. Он является автором нескольких сборников и альбомов. Мои сборники, мои альбомы, мои работы, уже вот 5-я работа, как выпускается. Наша гагаузская сюита для Большого симфонического оркестра. То есть партитура уже выпускал. Буквально вчера поговорил, она уже выпускается. Первая работа у меня была мой альбом для фортепиано. Сейчас она, кстати, в Камрате тоже есть. Мой альбом. Вторая работа метод для аккордеона. Самоучили игры на аккордеон. Но это для Турции и для турков. В принципе, это первый профессиональный метод. Творчество Ивана Челака обогащают романсы, которые он создает с особой любовью. Третья работа аспирантурская моя работа, анализ произведений. Это тоже было тоже выпущено. 4-я работа это для сопрано и фортепиано романсы, то есть аш-шаркалеры, то есть любовные романсы, так скажем, из которых 5 стихов мои. Всего 11 романсов, 5 стихов мои. И вот последняя работа наша гагаузская сюита. И поэтому я очень рад, что от Гагаузии для Турции что-то я сделал, и от Турции для Гагаузии что-то сделал. Произведения Ивана Челака известны за рубежом. Их с интересом изучают студенты Камрадского колледжа и учащиеся музыкальных школ. Я изучала уже джазовые музыки, пьесы, но я их никогда в таком композиторе, я не знала, что он вообще в нашей Гагаузии есть, именно кто пишет джазовые произведения. И для меня было открытием, что я сюда пришла и начала его изучать, и мне нравится то, что я сейчас играю. С произведениями Ивана Челака я познакомилась, когда пришла в колледж. До этого я с разными композиторами была знакома, читала о них, играла их произведения, но придя в колледж, меня познакомили с таким композитором Ивана Челака. Это наш уроженец, и благодаря его произведениям я участвовала в конкурсах, я играла Playful Kids. Это произведение меня очень вдохновило, я просто восхищаюсь им, потому что в нем есть джазовый стиль, что мне очень понравилось, и с этим произведением я заняла призовые места, 2-е, 3-е места в республиканском конкурсе. И я просто благодарна этому композитору. Преподаватель Камрадского колледжа по классу фортепиано Наталья Барбанягра старается знакомить студентов с творчеством гагаузских композиторов. Именно так можно привить молодежи любовь к культуре своего народа, считает Наталья. Пропустив его творчество через себя, предлагая его произведения своим ученикам, я поняла, что это просто замечательный человек, огромной души,
профессионал высокого класса. Очень нравятся пьесы детям, очень нравятся студентам его пьесы. Пьесы в таком для фортепиано у нас только в джазовом стиле, но говорил нам композитор, что у него есть сочинение для виолончели с фортепиано, гагаузская сюита. Очень хотелось бы посмотреть и изучить, потому что у нас есть инструментальное исполнительство, факультет инструментального исполнительства, и это предполагает дуэты, трио, квартеты. В общем, музыка Ивана Челака очень по душе приходится и детям, и педагогам. Произведения Ивана Челака стали одним из самых любимых у молодежи. Студенты исполняют их на музыкальных конкурсах, завоевывая награды и знакомя широкую публику с творчеством Ивана Челака. Ну, в первую очередь это Шлемская Влада, она одна из первых заняла призовое место. Это конкурс «Эхо нашей эпохи» в городе Тараклия. Она заняла второе место. Первое место не занял никто, следовательно, Влада была первой. Затем конкурс «Кагули». Этот конкурс общереспубликанский был. Влада взяла третье место с этой пьесой и пьесой молдавского композитора. И вот когда Влада сыграла пьесу Ивана Челак, зал аплодировал. Очень бурные были аплодисменты. Честно говоря, для нас это было немного неожиданно. И вот это вот третье место, ведь конкурсантов было много. Это большое достижение для Влады. И потом конкурс «Восходящая звезда» в Чидерлунге. Влада взяла второе место с этой же пьесой. А годом раньше, в 2018 году, Анетта Бюк взяла с пьесой «Sorrow» первое место. Иван Челак уже 29 лет живет и работает в Турции, но любовь к родной земле остается неизменной в его душе и сердце. Как говорит сам композитор, все, что он делает, посвящено его маленькой, но такой любимой Гагаузии. Я очень рад, что от Гагаузии для Турции что-то я сделал, и от Турции для Гагаузии что-то сделал. То есть такой своеобразный культурный мост соорудил, так я думаю, и рад этому, конечно. Конечно, нелегко. Все эти сборники я сам выпустил, без какой-то помощи, именно в материальном плане. И поэтому дальше продолжаем работать. Конечно, есть и другие работы. Иван старается ежегодно приезжать на родину и постоянно радует ценителей своего творчества новыми музыкальными композициями. Татьяна Ставилова, Наталья Жельзова, Леонид Арфанос, Влад Табачук, Алексей Герчук, ГРТ Новости.